Ладно, раз он молчите, я вам включу еще кое-что интересное. Представьте себе на мгновение такую картину. Вы листаете старинный сборник преданий и натыкаетесь на историю о том, что баклажаны – это первое растение, которое уверовало в Бога. Или читаете совет, что взгляд на красивое лицо улучшает зрение. А может, вам попадается утверждение, что чихать во время разговора – это знак правдивости сказанного. Звучит, мягко говоря, странно, не правда ли? Похоже на сборник народных суеверий или, может, на шутку. А что, если я скажу вам, что все это хадисы? Да-да, те самые хадисы, которые для 1,5 миллиарда мусульман по всему миру являются вторым по значимости источником вероучения после Корана. И вот тут-то и возникает главный вопрос. Как могут соседствовать в одной религиозной традиции глубочайшие нравственные заповеди и рассказы про верующие баклажаны? И почему одни из этих рассказов считаются священными, а другие категорически запрещены к распространению и даже чтению без специального комментария? Чтобы распутать этот клубок, нам предстоит отправиться в увлекательное путешествие на почти 1500 лет назад, в самое сердце Аравийского полуострова. Это будет не просто лекция, а настоящее историческое расследование, полное неожиданных открытий, гениальных прозрений и человеческих драм. Итак, давайте начнем с самого начала. Что же такое хадис? Если переводить дословно с арабского, то хадис – это просто рассказ, сообщение или новость. В исламском контексте этот термин приобрел очень конкретное значение. Это предание о словах, действиях, внешнем виде и даже молчаливом одобрении пророка Мухаммада. Проще говоря, это все, что пророк сказал, сделал, или то, что делали в его присутствии, и он этому не воспротивился. Чтобы понять, зачем вообще понадобились хадисы, давайте воспользуемся простой аналогией. Представьте, что Коран – это конституция государства. В нем изложены основные законы, принципы и ценности. Например, Конституция говорит: граждане обязаны платить налоги. Это понятно. Но сколько именно платить? С какого дохода? Какие есть льготы? Конституция не вдается в такие детали. Для этого существуют сборники законов, кодексы, подзаконные акты и разъяснения министерств. Вот так же и в исламе. Коран говорит: совершайте молитву. Но как именно? Сколько раз в день? Какие слова произносить? Какие движения делать? Коран не дает пошаговой инструкции. Он говорит: давайте закят, то есть обязательную милостыню. Но какой процент от имущества? С каких видов богатства? На все эти вопросы и тысячи других отвечал своей жизнью пророк Мухаммад. Он был, если хотите, живым комментарием к Корану. Его жизнь, его поступки, его слова – это и есть тот самый практический пример. Та самая инструкция по применению, которой руководствовались первые мусульмане. И вот эти-то инструкции, эти живые примеры и стали передаваться из уст в уста, от поколения к поколению. Это и есть хадисы. В самом начале все было довольно просто. Сподвижники пророка, люди, которые жили рядом с ним, видели его каждый день, слушали его проповеди, молились вместе с ним. Они были живыми носителями этой информации. Если у кого-то возникал вопрос, например, как правильно поделить наследство или как поступить в сложной торговой сделке, он шел к одному из ближайших сподвижников – Абу Бакру, Умару, Али, Аише, жене пророка, и спрашивал: а как поступал посланник Аллаха в такой ситуации? И тот отвечал, вспоминая конкретный случай. Память у людей в то время, в дописьменной культуре, была феноменальной. Они запоминали огромные объемы поэзии, родословные, уходящие вглубь веков, и, конечно же, слова и поступки самого важного человека в их жизни. Но время шло.
Поколение сподвижников начало уходить. Исламское государство стремительно расширялось, охватывая территории от Испании на западе до границ Индии на востоке. Люди, которые лично знали пророка Дагалу, казались разбросаны по огромной империи. И тут возникла серьезная проблема. Представьте себе игру в испорченный телефон, только растянутую на десятилетия и на тысячи километров. Один человек что-то слышал в Медине, переехал в Дамаск, рассказал там своему ученику. Тот, в свою очередь, отправился с торговым караваном в Багдад и передал историю дальше. На каждом этапе что-то могло забыться, что-то исказиться, что-то быть понято не так. Человеческий фактор во всей его красе. Но это была лишь половина беды. Гораздо хуже было то, что хадисы начали сознательно подделывать. Мотивы для этого были самые разные. Во-первых, политика. После смерти пророка в мусульманской общине начались гражданские войны, борьба за власть между разными группами. И каждая сторона была не прочь подкрепить свои претензии словами пророка. Появлялись хадисы, превозносящие одних политических лидеров и проклинающие других. Например, сторонники династии Омейядов могли выдумать хадис, в котором пророк якобы хвалит их основателя, а их противники тут же сочиняли хадис, где пророк предрекает им страшную участь. Это была настоящая информационная война VII и VIII веков. Во-вторых, были религиозные раскольники и еретики. Появлялись люди с очень странными неортодоксальными взглядами, и чтобы придать вес своим идеям, они придумывали хадисы, которые якобы подтверждали их правоту. Это был самый простой способ завоевать последователей. Смотрите, сам пророк говорил так же, как я. В-третьих, что самое удивительное, были и благие намерения, которые вели в ад подделок. Появились благочестивые, но не слишком умные проповедники, которые считали, что для пользы дела можно и присочинить. Они видели, что люди стали менее религиозными и решали их взбодрить. Так рождались хадисы, сулящие невероятные, просто космические награды за самые простые действия. Например, кто прочитает такую-то короткую молитву, тому запишется награда как за 70 тысяч паломничеств. Или выдумывались хадисы, запугивающие страшными карами за мелкие прегрешения. Цель была благая – сподвигнуть людей на добро, но средства абсолютно недопустимые. Ложь, пусть и во спасение, оставалась ложью. И, наконец, были просто рассказчики, сказители, которые хотели развлечь толпу на рыночной площади. Они собирали вокруг себя людей и, чтобы удержать их внимание, вплетали в свои истории якобы слова пророка, придумывая на ходу невероятные детали. В результате, к VIII-IX векам мусульманский мир оказался буквально затоплен морем информации. Сотни тысяч хадисов циркулировали в обществе. И среди них, как жемчужины в куче мусора, были подлинные слова пророка. Но рядом с ними – политическая пропаганда, еретические выдумки, благочестивые фантазии и откровенный фольклор. Как обычному верующему было разобраться во всем этом? Как отделить правду от лжи? Ситуация становилась критической. Под угрозой оказалось само ядро исламского учения. Если любой мог выдумать хадис, то религия теряла всякий смысл, превращаясь в балаган. И вот здесь происходит нечто невероятное. В ответ на этот вызов мусульманские ученые создают одну из самых сложных и скрупулезных систем верификации информации, которую только знала досовременная история. Рождается целая наука – Ильм аль-Хадис, или наука о хадисах. Это было нечто вроде смеси криминалистики, генеалогии, психологии и источниковедения. Целью
слышал от своего соседа, который лично видел, что произошло. Что сделает наш детектив? Он начнет проверять каждого в этой цепочке. Вот именно этим и занялись мухаддисы. Каждый хадис состоит из двух частей. Первая – это сам текст, содержание предания. Он называется матн. Вторая и самая важная для проверки мета – это исна, то есть цепочка передатчиков. Она всегда предшествует тексту и звучит примерно так. Мне рассказал Ахмад, которому рассказал Мухаммад, которому рассказал Абдулла, который слышал от Саида, что пророк Мухаммад сказал то-то и то-то. И вот ученые мухаддисы начали тотальную проверку этих цепочек. Для этого они разработали невероятную систему, которая держалась на двух столпах. Проверка передатчиков и проверка самой цепочки. Первое. Проверка передатчиков. Была создана отдельная дисциплина – Иль-Мар-Риджаль. Наука о мужах, то есть о людях, входящих в иснат. Ученые составляли гигантские биографические словари, в которых содержались сведения о десятках, а то и сотнях тысяч людей. Всех, кто когда-либо передавал хадисы. Про каждого человека собиралось досье, похлеще, чем у современных спецслужб. Когда он родился и когда умер. Где жил, куда путешествовал, у кого учился и кто учился у него. Но самое главное – его личные качества. Был ли он честен? Не был ли замечен во лжи, даже в бытовых вопросах? Был ли он благочестив? А что насчет его памяти? Может, он был человеком правдивым, но в старости стал все путать и заговариваться? Обладал ли он идеальной памятью? Дабт-там. Или его память была хорошей, но не идеальной? Дабт-хафиф. Был ли он вольнодумцем, приверженцем каких-то сомнительных идей? Чтобы собрать эти сведения, ученые опрашивали его современников, учеников, соседей. Они читали все доступные записи о нем. В итоге каждому передатчику присваивался свой рейтинг надежности. От сика, то есть надежный, заслуживающий доверия, до кадаб, лжец, выдумщик. Существовали десятки градаций. Например, правдивый, но допускает ошибки. Неплохой, но передает сомнительные вещи. Неизвестный, маджхуль, что сразу ставило под сомнение всю цепочку. Второе. Проверка самой цепочки. Мало того, что все передатчики в ней должны были быть надежными. Нужно было доказать, что они физически могли встретиться. Ученый брал иснат. Ахмад передал от Мухаммада. Он открывал свой биографический словарь и смотрел. Ахмад родился в 810 году в Бухаре, а умер в 870. Мухаммад родился в 780 в Басре, а умер в 840. Ага. Их жизни пересекались на протяжении 30 лет. Теперь дальше. Ездил ли Ахмад из Бухары в Басру? Или, может, Мухаммад приезжал в Бухару? Если да, отлично. Встреча была возможной. Если же выяснялось, что они жили в разных концах халифата и никогда не покидали своих городов, то все. Иснат объявлялся разорванным, мункати, а хадис – слабым. Даже если оба они были кристально честными людьми. Они просто не могли передать друг другу эту информацию. Это была титаническая, кропотливая работа, требовавшая феноменальной памяти, аналитического ума и невероятной самоотверженности. Такие ученые, как имам Аль-Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие, посвящали этому всю свою жизнь. Рассказывают, что имам Аль-Бухари, чтобы собрать свой знаменитый сборник «Сахих», который считается самой достоверной книгой после Корана, путешествовал 40 лет. Он посетил все крупнейшие научные центры своего времени – Багдад, Дамаск, Каир, города Ирана и Средней Азии. Он лично встретился более чем с 1000 учителей и, как говорят, проверил около 600 тысяч преданий. 600 тысяч! Представьте себе этот объем. И из всего этого гигантского массива он отобрал в свой сборник лишь около 7500 хадисов с повторениями. То есть чуть больше 1%, которые прошли его строжайшую проверку. Говорят, что перед тем, как включить каждый хадис в свой сборник,
Он совершал ритуальное омовение и читал специальную молитву, прося у Бога наставления. После того, как иснат, то есть цепочка передатчиков, проходил эту многоступенчатую проверку, ученые переходили к анализу самого текста – матна. Даже если цепочка была безупречной, как золото, текст все равно мог вызывать сомнения. Каким критериям должен был соответствовать текст хадиса? Во-первых, и это самое главное, он не мог противоречить Корану. Коран – это фундамент, стопроцентно достоверный текст. Если какой-то хадис, даже с идеальным иснадом, явно противоречил аяту Корана, он отвергался. Ученые исходили из логики, что пророк не мог говорить то, что противоречит божественному откровению. Скорее всего, в передаче произошла какая-то ошибка, которую невозможно отследить. Во-вторых, он не должен был противоречить другим, более многочисленным и более достоверным хадисам. Если есть один хадис на какую-то тему и 10 других, которые ему противоречат, и все 10 имеют более сильные цепочки передатчиков, то предпочтение отдавалось этим 10. Это называется принцип большинства свидетелей. В-третьих, текст не должен был противоречить здравому смыслу и установленным историческим или научным фактам. На уровне знаний того времени, конечно. Например, если в хадисе говорилось о событии, которого исторически просто не могло быть, его браковали. В-четвертых, сам язык и стиль хадиса. Ученые прекрасно знали, как говорил пророк. Его речь отличалась краткостью, ясностью и глубиной. Если текст хадиса был написан витиеватым, сложным поэтическим языком, несвойственным пророку, или содержал термины, появившиеся гораздо позже, это вызывало подозрения. В-пятых, содержание. Если хадис сулил абсурдно огромную награду за ничтожное действие или, наоборот, грозил адскими муками за мелкий проступок, это тоже было признаком подделки. Учение пророка было сбалансированным и гармоничным, лишенным таких крайностей. И вот в результате всей этой гигантской аналитической работы и появилась классификация хадисов. Это не просто правда и ложь. Это целая шкала достоверности, которая и помогает нам ответить на вопрос, почему одни хадисы можно читать, а другие запрещены. На вершине этой шкалы находится категория «сахих» – достоверный. Это хадисы, у которых безупречная, непрерывная цепочка передатчиков, состоящая из людей с идеальной памятью и высочайшими моральными качествами, и чей текст не имеет никаких изъянов. Это золотой стандарт. Сборники имамов Аль-Бухари и Муслима как раз и состоят преимущественно из таких хадисов. На них опираются исламские законы, вероубеждения и ритуалы. Это то, что мусульмане принимают без тени сомнения. Ступенькой ниже стоит категория «хасан» – «хороший». Это тоже достоверный хадис, но с одним небольшим нюансом. Например, в его цепочке есть передатчик, который был абсолютно честен, но его память была не феноменальной, а просто хорошей. То есть он мог иногда допускать незначительные неточности. Такие хадисы тоже принимаются в качестве довода в большинстве вопросов, но их статус чуть ниже, чем у сахих. А вот дальше начинается самое интересное. Следующая большая категория – это даиф – слабый. И вот тут-то мы и подходим к сути нашего вопроса. Слабый хадис – это предание, в котором есть какой-то изъян. Например, в цепочке разорвана связь. Один передатчик не мог встретиться с другим. Или один из передатчиков неизвестен. Кто он такой, был ли он честен, никто не знает. Или у кого-то из передатчиков была плохая память. Или он был известен тем, что придерживался сомнительных взглядов. Так что же делать со слабыми хадисами? Можно ли их читать? Запрещены ли они? Исламские ученые говорят так. Слабые хадисы категорически нельзя использовать для установления законов, что разрешено, что запрещено, и для формирования основ вероубеждения, во что мусульманин обязан верить. Потому что для таких серьезных вещей нужны только самые надежные доказательства уровня сахих и хасан. Использовать слабый хадис вправе. Это как строить небоскреб на песчаном фундаменте. Рано или поздно он рухнет. Однако большинство ученых на протяжении истории считали, что слабые хадисы можно использовать в определенных ограниченных сферах. Например, для побуждения к одобряемым поступкам, но не обязательным.
для рассказов о жизни праведников, для общих нравственных наставлений. Но даже здесь есть несколько важных условий. Во-первых, слабость хадиса не должна быть слишком серьезной. Во-вторых, его смысл не должен противоречить общим принципам, установленным Кораном и достоверными хадисами. И в-третьих, самое главное, человек, который приводит такой хадис, не должен быть убежден в его стопроцентной достоверности и, желательно, должен указывать на его слабость. То есть это не столько запрет, сколько серьезное предостережение. Это как продукт с пометкой «употреблять с осторожностью». Вы можете его использовать на свой страх и риск, но вы предупреждены о возможных последствиях. Проблема в том, что многие люди не знают этих тонкостей, находят где-то в интернете или в популярной книжке какой-то хадис, не проверяя его статуса, и начинают строить на нем свою религию, а то и поучать других. Именно от этого и предостерегают ученые. И, наконец, на самом дне этой классификации находится категория «мавду» – выдуманный, сфабрикованный, поддельный. Это и есть те хадисы, которые действительно запрещены. Это не просто слабые предания, это доказанная ложь, возведенная на пророка. Исламские ученые единогласны в том, что передавать такие хадисы, зная об их подложности, не указав на это большой грех. Ведь это значит сознательно искажать религию. Именно к этой категории, скорее всего, и относятся те странные истории, с которых мы начали. Рассказ про верующий баклажан – это классический пример выдуманного хадиса, который приводил известный ученый Ибн аль-Джаузи в своей книге о поддельных преданиях. Истории про улучшение зрения от взгляда на красивое лицо или про чихание как знак правды – это тоже примеры либо очень слабых, либо выдуманных преданий, которые не имеют под собой никакой достоверной основы и отражают скорее народные суеверия, которые кто-то попытался осветить авторитетом пророка. Так что же мы имеем в итоге? Система хадисов – это не хаотичный сборник всего, что когда-либо говорили о пророке. Это сложнейшая упорядоченная библиотека с очень строгим каталогом. В ней есть отдел «Золотой фонд». Это хадисы Сахих и Хасан. Есть отдел «Дополнительная литература». Использовать с осторожностью. Это хадисы Даиф. И есть отдел «Макулатура и дезинформация». Помеченный красной печатью «Подделка» – это хадисы Мавду. И запрет на чтение некоторых из них – это не цензура и не попытка что-то скрыть. Это, наоборот, акт интеллектуальной честности и заботы о сохранении учения в первозданном виде. Это как если бы современный научный журнал публиковал бы не только проверенные статьи, но и откровенно фейковые исследования, сопровождая их пометкой. Осторожно, это антинаучная чушь, написанная шарлатанами. Это делается для того, чтобы читатель не был введен в заблуждение. Знание этой системы сегодня важно. Короче, я это все остановлю, чтобы вы понимали, что все, что мы знаем до сих пор... Да, конечно. Да, ЛД. Вроде бы, да. Знаком с этим, с ведущей из радио Ванкувер, радио Вера вроде называется. Это Нет, радио из Канады. Нет. Знакома, она ее просто ведет, ну, она тоже русская еврейка, ну, она уехала из СССР, из репрессий в Канаду. Просто было бы интересно тоже там засветиться, я думаю. Радио канал на Вера. YouTube. Может, я знаю, но не помню. Да, у них канал на YouTube называется «Радио Вера». Вроде. Сейчас я посмотрю, секундочку. Хотела свести Ибрагима с одним израильтянином, ну, русскоговорящим, у которого есть YouTube-канал хороший, сильный. И, в принципе, у него есть связи с нашим каналом телевидения. Я даже ему дала номер этого парня, чтобы связались. Но почему-то Ибрагим не связался. Поэтому, если кто-то из вас хочет, тоже нет проблем. Он
радостью может взять репортаж, сделать эфир. Кстати, тут был кто-то... Где он находится? Ауслендера. Кто? Этот парень? В Израиле? Да. В Израиле. Он делал уже репортаж с моим другом, которого я приводила сюда, иранца, который живет за границей. С ним он делал тоже репортаж. И на 9 канале тоже у него был по телевидению, у нас показывали его. Потом мы ему приводили араба, который был террористом когда-то. Нет, он не был террористом, скорее, он просто жил в семье, которая все вокруг террористы, да, то есть и он с детства убегал оттуда несколько раз, он приезжал с отцом работать здесь. В итоге, короче говоря, вот так жизнь его сложилась, что он принял иудаизм, уже очень много лет живет здесь, в Израиле, написал свою книгу, я вам рассказывала, с Хан Юниса до Тель-Авива. У него есть на английском это издание и на иврите. Вот, то есть, ну, вот таких вот интересных людей, которые неординарные. И кто-то тут из вас, ребят, просил Ауслендера. Сказал, что очень хотел бы с ним поговорить. Я для него нашла номер Ауслендера, но не помню, кто просил, если честно. Элди, ты бы хотел бы? Немного прослушался. О чем речь? Ну, ты сказал по поводу YouTube-канала, и ты сказал, что у меня есть парень, который ведет YouTube-канал сильный, у которого есть, ну, он еще и на канале телевидения выступает. Хотел бы? Потому что я Ибрагимову передала, он хотел, но потом сказал, было бы круто вот как-то совместку где-то еще засветиться, расширить, как бы сказать, кругозор, да? Было бы круто, если вот у него возможность к нам зайти или, не знаю. Смотри, возможно... Нет, он в ТикТоке не сидит, крайне редко. Я его вообще за столько лет только пару раз видела, что он в ТикТок заходил. Редко заходит. Есть его модераторша здесь, но он больше работает в сфере, там, знаешь, снимать обзоры, сюжеты с людьми, там, да. Вот там, например, у нас в Маждель-Шамс, когда у друзов упала ракета, и там 12 детей умерло, он туда ехал, снимал сюжеты с людьми, с родителями. То есть вот у него такого стиля. И вот если там за границей иранец живет, так он с ним делал по YouTube-каналу эфир. И потом на 9 канал наш израильский, русскоязычный тоже связывались, и там тоже был телемост такой. Можно устроить. Просто вы решите между собой, кто хочет, и нет проблем. Можно устроить Чисто эту для встречу. таких собеседований, чтобы давать интервью, я не такой красноречивый, как многие тут. Но было бы любопытно вот просто что-то подобное увидеть. Хармат, ты Да. хочешь? По-любому надо как-то согласовать это и как бы найти для этого как бы хорошего кандидата, потому что это может дать неплохой такой кругозор. Конечно. Поэтому я говорю, вы между собой решите, ребята. Лорс, Вы же общаетесь. комментарий, что екацы, что халаяли камелди, он стебе бешела. И сюлемилю хожвайши. Це моє сон камілчець коментарі, що пагало мер. Хармат хочет, нет проблем, я могу ему скинуть номер телефона. Хармат, если ты хочешь, скажи, я тебе скину его телефон. И вы договоритесь. Хліборезкий, а арбо яхкел. І більше, що може уахець. Я цаєту. Хайні, і хліборезкий рабоподобний датарел.
Hej dog остальное هو سنة هنسل يلدا بيش حيز داش هاي شيشالة شيشتي سنة هنسل يلدا مجمع واحد تيرا تاجيلات أيوة وتاجيلا area اللي Путин убийца чеченского народа эл Гурдуэшен Тагмилу. يا أرزوت باشي حديث ديشا ميالش أو интересно حديث تخيان حبيخ مرمو خيخكر باشيشت تا племя تيجا أرزوت تيجا يوند عيوش конкретно движение. Ну, шунч ой ЛГБТ тем интересно махети вот и أرزوت баши حديث ديش о интересно душен. Короче, ЛД, будь со мной на связи. Решите между собой, если Хармат захочет или кто-то еще из вас. Договорились Бет или кто-то обязательно. еще. Хорошо? И я тебе скину и этого парня номер, и если хотите Амслендера тоже. Амслендер действительно тоже сильный. Но и тот, который вам скинул, он тоже сильный. У него тоже и YouTube-канал сильный, и телеканал тоже. То есть будет интересно, я думаю. Обязательно, да, надо как бы все эти эфиры, все эти голосовые чаты, это, конечно, здорово, но надо как бы кругозор расширять по-любому. Амир, худора сабок алц фамилия асэлч худора худирла худалла хюг. Din da det نوتشيش تأت din خلا det din عربو دواشلو до геркел арбош аэтан словечек до din. У нас нету в чеченском языке нету слова религия. У нас есть слово вера, тешам. Садаеш тешам тяхла. Шей нохче тешам тя. Цая дина, цая религиш целелен ацер. Ими. Нохче тешам бука, у тешам харбуса. Садаеш хилбал тешам букса. Дер бах шо арбо тешамон. Шо арбо дин дой изам дат. Сай нохче тешам букса. Дейлах теш. Кто такой Саша Барон Коэн? Это отличный актер. Еврей, кстати. Всем доброго дня. Я не еврей. Приветствую. Ну, актер Саша Барон Коэн, он еврей. Ну, это такой легкий стёб. Вот фильм Бараджи все помнят. В смысле Дейл Мило? Его хатка Дейл Мило. Он хат Дейл Мило. Очень лично знакомый, у рукопожатия хала делится. Сун мечар хорду Дейл Мило. Его камелду Дейл Мило. عليه мелна темшин нахту что Дейл он отца, это незначительно. Не знаю, вот очень вы любите приравнивать Бога, не знаю, как-то на уровень человека, как будто это какой-то, знаете, с кем можно познакомиться, с кем можно руку пожать. Откуда я знаю, кто такой Бог? Я с ним чай не пил. До чахчу ходишам и писулик шазяш.
Приветствую, это Саша, я тебя перебил, извини. Говори. Да, я с вами согласен по поводу вообще ислама как религии, что это просто сатанинский культ какой-то натуральный, а не религия, так скажем. Вот. Потому что я часто следил за Бхарматом, читал Коран, многие суры, изучал изучал именно такой политический подтекст самого ислама, то есть эти различные радикальные группировки, которые постоянно отпочковываются от ислама, все эти исламистские партии. Вот. Вообще это как бы тормоз для всего человечества. То есть государства, нации, которые принимают ислам в массовые, скажем так, как государственную религию, то они уже полностью как бы тормозятся как нация, потому что ислам по себе, если посмотреть их, сколько миллионов в мире, может быть, уже 2 миллиарда в мире, при этом огромный, не знаю, низкий как бы интеллектуальный у них, как сказать, потенциал у этих государств. То есть ни одного лауреата Нобелевской премии, там, ни одного великого математика не видно. То есть, это просто тормоз натуральный. То есть религия, которая скатывает людей просто в средневековье натуральное. Нету никаких государств в исламе, это чистая формальность, чтобы сделать такие кафиром, когда, то есть их цель не чтобы там создавать какие-то разные государства, там, чтобы культуры, традиции, все это, народности оставались. Их цель это просто весь земной шар превратить в большую, огромную просто туалет исламский. Где не будет никаких границ, ничего. Чисто коммунизм чистой воды. Есть мусульмане и все, как бы никаких наций, никаких культур, традиций, ничего этого нету. Не, почему у них же традиция разрешать браки между двоюродными родственниками? Они же ненормальные же извращенцы. Это сунна, это сунна, священное. Я просто в шоке был, когда начал изучать статистику, что, допустим, в Пакистане в некрупных городах процент брака между близкими родственниками составляет чуть ли не 50-60%. Просто в шоке. Это просто вырождение натуральное, генетическое, уроды генетические, короче. Идеальные это солдаты для жертвы там межродственных браков. Это я уже наверху. С тобой рядом. Он меня со второго аккаунта тоже поднял. Все. Да, вот эти дети, которые рождены от межродственных связей, это же идеальное просто пушечное место для джихада. Да, точно. Ребята, кто хочет подняться, закиньте запрос. У нас в Казахстане тоже запрещено на родственниках жениться. Не, вот в Казахстане я знаю, что у вас прям проверяется там несколько поколений назад, да? Да. До 7 поколений. Как делают те, которые исповедуют ислам, где дозволено? Они женятся, но поэтому у нас уже на ислам как-то запрет ставят. А то они, чересчур распоясались. Начали вообще всю нашу культуру начали истреблять. И сейчас им стоп поставили у нас уже в Казахстане. Это на уровне законодательства запрещено, да? Не на уровне, а так уже их всех сажают. Они, уже даже в этом году уже 2 или 3 посадили на 7 лет. Каждому почему-то по 7 лет дают. Но тут в эфире есть 2 из Казахстана, которые говорят, что у них жены ходят с никабами, и все нормально, их никто не останавливает, никто ничего не спрашивает. Не, насчет этого без проблем. Хоть в какую религию, хоть сатанизм, хоть вот эти Бога не верят, атеист, без разницы. Без разницы. У нас как правовое государство, у нас в этом запрета нету. У вас же был в Казахстане узаконен закон, что не разрешается никаб.
Но это то, что закрывает лицо. Никаб, да, это у нас нету, никаба нету. Хиджаб Ну, есть, хиджаб. он утверждает, нет, ну хиджаб, да, это можно, это просто покрывает голову, а никаб это что лицо. Так он утверждает, что у него жена ходит так спокойно, и никто ничего не мешает. Ну, не- может, не дома запрещает, ходит не или... Нет, может, он где-то у себя там спрашивает. Она так. в ауле где-то или, не знаю, дома, может, ходит. А на улице, по-моему, у нас запретили, да? В Узбекистане, вообще в Средней Азии начинает уже за это браться. Потому что вот эти исламисты, они чересчур погнали, есть. Нашу культуру они начали истреблять. Все наше вот это достояние, сколько тысяч лет уже, да, Юзеф, нашему речи. представляешь, Они извини, что перебил, представляешь, что в Швеции, когда вот никогда такой проблемы не было, когда родственники между собой жили, там, двоюродные братья, сестры, этого никогда не было. Им из-за этих мигрантов исламских пришлось вводить закон о запрете межродственных браков. Ты представляешь, какой это абсурд? Я не знаю, у нас таких проблем нет. У нас просто, вообще у нас, у казахов запрещено до 7 поколений вообще жениться. Это запрет сильный у нас. Для всего цивилизованного мира это просто на интуитивном уровне понятно, что для этого даже закон не нужен, понимаешь? Это настолько интуитивно понятная вещь, что ты не можешь на сестрах жениться. Им для этого законы не нужны. Но вот из-за этих исламских мигрантов приходится в цивилизациях в Европе вводить законы о запрете межродственных связей. Это полнейший абсурд. Ну да, это неправильно же вообще. То же Как это самое. можно на своей сестре или на своей родственнице? Я вообще не знаю, может, я какой-то не такой, но я даже представить не могу, как это можно жениться. Вот вообще даже... Вообще, я говорю, вообще даже представить такое не могу я. Беспредел. Таким же образом и зоофилия, там закон появился, что нельзя типа зоофилией заниматься. Раньше для этого закон вообще никакой не нужен был, потому что никто этим не занимался. Сейчас наплыв этих исламских мигрантов полностью вот Европу превратил. Ну, вы сами видите в новостях, что. Ну да. Ну, у нас, например, я скажу, я Бога верю, я деист, да, чисто Бога и все, больше ничего. А вот из-за этих мусульман у нас сейчас очень много атеистов появились, очень много. Вот даже проверить можете. У нас все вот такие стримы, у нас атеисты с мусульманами только сидят и их друг на друга кидать. А я и не за тех, и не за этих, понимаете? Я чисто вот только в одного Бога и свои традиции. Ну, что нам Ну, оставить? это атеизм, это чисто вот протест, это не какой-то вот, ты знаешь, мало вот атеистов, которые, я знаю, которые убежденные атеисты, то есть, чтобы прям они как-то ну, как бы вот интеллектуально как-то до этого дошли, философствуя, не знаю, что Бога нет, да, прям четко и твердо Бога нет, вот они на этом убеждены. А таких я мало знаю. Большинство атеистов, которые я знаю, это именно вот, которые, у них обида и протест, будь то там ислам или христианство. Просто им и принципиально важно доказать всем окружающим, что Бога нет. То есть, ну окей, понятно. Ну вот те, которые понимают, что ислам это враждебное иноверие, то есть религия там арабов, они в основном вот среди чеченцев то ли вот деистами становятся, то ли вот более вот как бы возвращаются, да, на свои корни языческие. Просто у многих тоже немного заблуждение о том, что такое язычество. То есть в их понимании это какая-то вера, которая никак не эволюционирует, не развивается, но на деле-то язычество, оно как раз про развитие и эволюцию.
То есть даже если ты посмотришь вот на классическое язычество, да, там до того, как, ну, до исламские, до христианские времена, даже то язычество, оно никогда не оставалось одинаковым на долгий период. Там постоянно что-то менялось, постоянно какие-то менялись традиции, менялись вероубеждения. То есть один день им выгодно молиться одному богу, на завтрашний день уже как бы непрактично. То есть это совершенно нормально для язычества, когда одни боги как бы меняются на других и так далее. То есть это постоянно развивающаяся вера. То есть она не останавливается, как христианство и ислам в тех временах, когда они зародились, вот эти религии. Язычество, оно как раз может адаптироваться и под современные реалии и нужды. То есть сегодня язычество это не то же самое язычество, что до исламские, до христианские времена. Потому что там много моментов, которые сегодня просто-напросто они никакой прикладной пользы не приносят людям. Тут снизу мне вопрос задали насчет тенгрианства. Тенгрианство это наше древнее, вот что у нас идет. Тенгри это бог, ну единый бог, да, скажем. Оно и есть деизм. Тенгрианство это вот чисто ну как кочевники, да, в это верили. Это деизм, чисто в Бога верят и все. А вот что они вот эти мусульмане нам лепят, там в огонь вы поклоняетесь, я не знаю, там какие-то эти базари. У нас этого ничего нету. Чисто в одного Бога просто Как тебя верим. зовут, юзер? Адль. Адам? Адль. Адель. Окей, очень приятно. Адель, а ты знаешь девушку под именем Игилик? Я с ней познакомилась года 2 назад, наверное, у нас в эфире. Она с Казахстана, и она очень сильно топит за тенгрианство против ислама, чтобы казахи вернули свою прежнюю религию в тенгрианство. Хороший эфир. Да. Очень много у нас сейчас, вообще очень много стало тенгрианцев. Ну, потому что они все же, казахи, тоже чувствуют же, ну, что им ближе, да. У нас в предков мы своих, ну, как аруахи говорим, предки, мы им, ну, как дед Челпек говорят, блин, я не знаю, как даже это сказать. Ну, как бы подкармливаем их. Ну, Отношения называется. Во. Я просто насчет религии чуть слабовато из-за этого. Там много этих слов не знаю и не понимаю как-то. К нам, знаешь, с Казахстана приходил парень один, он рассказывал, как сейчас внедряют в Казахстан ислам, да, там, например, построили мечеть, обещают какие-то студентам льготы, какие-то денежки, там, да, или там берут какую-нибудь блогершу, там, ты там хиджаб, например, рекламируй, вот тебе там денежка, тут денежка, как бы за учебу заплатим, ну, типа в таком... Да, это все Вот таким путем продвигают это. Да, у нас даже по новостям, это у нас здесь в Казахстане всегда это, ну как бы вам объяснить, вот по новостям даже это у нас передается все. Что они деньги дают этим блогерам, чтобы они хиджаб одевали туда-сюда, понты создают просто. Юзерным я еще натыкался на такую проблему, как у нас и у чеченцев сейчас пытаются из кожи вон лезть, чтобы доказать, там, типа, приписать, да, вернее, нашего языческого бога, всетворца Делу к Аллаху, то есть то, что это, типа, синонимы, то, что это одно и то же. То же самое я наблюдаю у казахов тоже. Они... Тенгри, который вообще языческий бог, пытается даже приписать то, что это то же самое, что Аллах, как бы синоним. Да, есть такое, есть. Но все равно я думаю, что, не знаю, года 2-3, может быть, и, ну, по крайней мере, у нас с Казахстана, может, уйдет этот ислам. Я не знаю точно, но мне так кажется. Потому что очень много казахов уже в тенгрианство переходят.
потом этими атеистами становятся, деистами. Ну, все что угодно, но главное не ислам, потому что в исламе сейчас, я не знаю, ну может, у нас так, они какие-то, блин, не очень хорошие. Может, из-за этого, я не знаю. По большому счету, я думаю, даже вот если на казахов посмотреть, да, конечно, большинство себя называет мусульманами, но если посмотреть на их образ жизни, там всякие ритуалы, да, по типу захоронений, свадьбы, просто взаимоотношения между людьми и так далее. Это все, на самом деле, если вот просто объективно на это посмотреть, скорее всего, будет намного ближе к их исконной вере, нежели к исламу. Просто вот язычество под оберткой ислама, как у чеченцев, в принципе. То есть даже сегодня, когда большинство чеченцев называют себя мусульманами, если просто посмотреть на повседневную жизнь среднестатистического чеченца, там будет просто вот от А до Я все будет из язычества, из исконно чеченской веры. Там от исламского очень мало будет. У нас также. У нас все практически, все вот, что ты с утра встал и до ночи, пока уснешь, все от тенгрианства идет. А только вот в последнее время же, это вот как Советский Союз развалился, после этого же у нас ислам начали, ну как, внедрять, да, получается. Но все равно у нас где-то 90, даже могу сказать смело, 95% даже вот повседневной жизни это тенгрианство идет у нас. Меня человек по имени Мухаммад просит не говорить за всех чеченцев. Ты кто такой воин, чтобы у меня это право отнимать? То есть тебя зовут Мухаммад, какое ты отношение имеешь к чеченцам? То есть у меня, в отличие от тебя, как минимум чеченское имя и фамилия, как бы. А ты кто такой, чтобы мне указывать, за кого говорить, за кого не говорить? Я представитель чеченского народа, имею полное право говорить за свой народ, что хочу. Кстати, проверила в Казахстане, какой процент мусульмане считаются. Написано, что доля мусульман составляет 69,3% от общей численности населения. Это по переписи населения. Ну, скоро меньше, уже с каждым разом все меньше и меньше становится. И вот, что они пишут, тоже я замечал, очень много они тоже лгут вот эти есть. Блин, как бы объяснить их? Они тоже вот врут, короче. Мы знаем, что мы как-то обсуждали тему, то, что вот казашка там сняла, что она пошла в мечеть, и там этот работник, да, мечети, я не знаю, кто он там, мулла или кто он, или просто работник, который стоял у двери и предлагал ей типа временное замужество, да? И она... Это в городе Актюбе, мечеть Нургасар. Угу. Да-да-да. И она это зафиксировала, распространила. И то количество хейта, которое на нее пошло, а что ты там в мечети вообще одна пошла, а что ты дома не молишься? Я ну, господи боже мой, это что, Афганистан или это Казахстан? Я что-то понять не могу. То есть такая реакция странная была. Мужик к ней пристает, она пошла в мечеть молиться, и к ней претензии, почему ты пошла молиться, почему ты не дома молишься, почему ты вообще одна из дома вышла. Я была в шоке, но к моей большой радости, я действительно была очень поражена. Казашки у вас, девочки, у вас бойкие, молодцы. Они там сразу много девочек выставили видео, свое мнение в защиту этой девушки. Молодцы. Да-да, есть такое. Была ситуация, что мы сидели в эфире еврейском, и с нами сидел казах один. Он нам утверждал, что она падшая девушка, которая просто хотела хайпануться, а мы ее защищали, эту девушку, и говорили, что он придурок, ты понимаешь? Абсурд.
Сидит казах и называет свою девушку падшей только потому, что она посмела это все выставить и осведомить людей, что вот такое творится. А Ну, пока еще есть такие, но ничего, я говорил, по-моему, очень скоро их уже не останется, наверное. Дай бог. Скеженрме. Вот это непонятный никнейм. Я же пыталась тебя поднять, чтобы ты спросил вопрос, а ты не хочешь подниматься. Спрашивай, конечно. Маршал. Маршал, приветствую всех. Я пока слушаю. Я, к сожалению, про иудаизм ничего не знаю, но единственное, что это Тора и Талмуд, да. Но вот эти Каббала есть, Паш, очень мне сильно понравилось. Я, например, не читала, честно скажу. Кабалу. Каббалу? Да. Я так, как бы вам сказать, электронном видео так проходил, но понравилось. Я как раз вот эти все эти смотрел, как шаманизм, все, и вот Каббала попалась. Очень интересно. Хорошо, кабалу читать нельзя в молодом возрасте, там уже с какого-то возраста, и надо, чтобы была база знаний перед этим, иначе бывают люди, которые просто чуть-чуть с ума сходят. Нет, с ума я бы не сказал, что кто-то с ума сошел. Не знаю, там такого я ничего не заметил. Ну, там, знаете, это учение получается. Вот, скажем, в исламе, в том же исламе есть суфизм, да? Тоже я интересовался, вот тоже смотрел. Тоже очень хороший, мне понравилось почему-то суфизм в исламе. А вот и каббала понравилась. Кабала – это больше философия жизни. Да-да, и суфизм, и каббала, по-моему, даже одинаково что-то. У них очень много мистическое, что ли. Юзернейм, ты поясни, какой из суфизмов, потому что их тоже несколько. Сегодня как раз Пармат прояснял на эту тему. Ты вряд ли подразумеваешь суфизм этого имама Шамиля того же, например. Там он не сильно там, в плане воинственности, там, джихадов, мехадов, он не сильно отличается от салафизма того же. Там тоже вот призывы постоянные. Так что это надо как бы разъяснять тоже этот момент. Да-да-да, это точно. Этих суфиев тоже очень много. Я имею в виду вот этот наш среднеазиатский суфизм. Вот этот Узбекистан, Казахстан. И у нас здесь в Казахстане, в Туркестане стоит мавзолей Хожа Ахмед Ясави. Тоже суфист. Но у них это вообще на ислам даже и не похоже. Там даже и близко исламом не пахнет там.
проблема всех этих течений в том, что они в конечном итоге все опираются на Коран, а в Коране просто, ну вы сами знаете, полная жесть. И изнасилование замужних женщин, и брак на детей. Ну, жесть полная, короче. Да, есть такое, но знаете что, блин, я как-то по-другому вот это все воспринимаю. Вот, например, в Коране написано, да, вот где б ты не поймал кафира, сразу зарежь, да, что-то такое я слышал. Ну, по мне, это, наверное, кафир, это, если ты в Бога не веришь, это твое чувство, да, вот это кафирское. Только вот это надо зарезать, а не именно кого-то. Ну, кафиром является даже тот, кто не совершает молитву. Кафиры же это, по-моему, безбожники. Ну как, эти атеисты же, по-моему. Или я неправильно их понимаю? Им колом, там не, если ты чисто на Коран опираешься, там не 9 лет, там вообще нету никаких ограничений. Ты, если чисто по Корану как бы исходишь, то ты буквально можешь на ребенке одного там дня, короче, никях сделать. Не, неправда, просто неправда. Нет засвататься. такого. Не просто засвататься, а как бы даже вот никяхить, то есть от слова арабского никях. Ну, это матершинное слово, не хочу его тут говорить. Ну, проникновение, короче. Вот. Чисто по Корану, если идти. А если там хадисы подключить, то да, там как бы уже у тебя сунна появляется, где можешь засвататься в 6 лет, но отникяхать можешь в 9. Да, у евреев вообще в 3 года можно, кстати. У нас такого в 3 года, не А выдумывай. как нет? Вы раз Талмуд не читали, что ли? Ты читал. Да, я читал. Могу вам показать. Покажи мне то место. В Талмуде говорится, что можно обручить девочку 3 Покажи мне год, то место. которой 3 года, и 1 день Покажи можно мне обручить это место. половым актом. Покажи мне это место, я его почитаю на своем языке. Давайте, без проблем. Давай. Много вот народов, кроме евреев, которые исповедуют иудаизм. Я вроде таких не знаю. Ну, по крайней мере, за чеченцев скажу, что среди чеченцев иудеев я еще как бы не встречал, ну, которые иудаизм исповедовали, да, как вероубеждение. Зачем мне вообще лезть в иудаизм, там, какие-то другие, да, вероубеждения, которые абсолютно потому что никакого оправдать отношения. ислам они могут только если будут хаять иудаизм. Да, это понятно. Это Просто будет вот какое отношение ОК имеет к иудаизму или какое Нет, отношение я это имею? мусульмане, которые увлекаются изучением вот христианских там текстов, иудейских, это чисто из вот этого вот негатива к тому, что есть можно в 53-м возрасте сношаться с 9-летним ребенком. Вот. Только на этом основании у них интерес к изучению текстов вот этих обладателей Писания. Не, хорошо, но у вас на чем основании этот брак является плохим каким-то? На чем основании? Когда сама Айша этот брак любила, сама любила посланника Аллаха, Почему педофилия это плохо? сама ревновала его. Почему педофилия это плохо? Не, я сейчас, в принципе, говорю про брак конкретный, про брак про Без Мухаммада и Айши. агрессии просто объясните, вот у тебя есть семья, жена, дети. Да. Ну вот, представь. Дал бы ты свою дочку за 53-летнего. Да. Кто там просил источник? Стелла, вы просили, да, источник Талмуд, где разрешается в 3 года отникяхать. Не про источник. Ты задал вопрос,
и сказал, откуда вы взяли. Вот оттуда и взяли. Получается, Вавилонский Талмуд, сейчас, извините, я еще упомяну. Естественно, смотри, естественно, вот твоя природа, которая тебе не позволяет вот такое вот сделать, да, отдать своего ребенка 53-летнему дедуле. Вот это вот и есть у нас. Не, хорошо, если я, например, смотри, например, если я этого не хочу, значит, это сразу является плохо или как? Если я, например, не хочу отдавать, но это же не является обязательством для меня, чтобы отдавать кого-либо за какой-то возраст, там, в каком-то возрасте. Ты просто спросил. Это является откуда- дозволенным. Да, ты спросил, откуда вы это взяли, что это плохо, и я тебе ответил. Не, это является дозволенным тогда, когда девушка является половозрелой. Не. Почему нет? Сначала твой вопрос закроем. Ты задавал. Не, я вопрос. сейчас можно упомянуть источник Стелли, она меня просто просила. Да, сейчас, один момент. Когда ты сказал, что откуда вы вот это берете, что нельзя, я тебе ответил. Я думаю, что ответ был правильным, потому что ты не хочешь отдавать свою 9-летнюю дочку за 50. Хорошо, вот, например, я вот хочу отдавать, значит, это нормально, да, будет? Вот я хочу отдавать, например, вот сейчас захотел. Для тебя, значит, это нормально. Можешь отдать, попробуй, отдай. Ну, тогда это не является плохо, да? Вот мне, например, 46, да, вот я просто не представляю, у меня там дети дома. Вот представь, я сейчас еще через сколько там, через лет 6 пойду женюсь на 9-летнем ребенке и приведу вот себя домой и скажу, вот смотрите, дети, ваша новая мама. Вот хочу смотреть, вот для тебя нормально брак, например, 13 лет, там, 14 лет, нормально тебе брак? Чтобы выходили девушки и пацаны там? Ну, это нормально, если они за своих хлопцы, ровесников ты здесь выходили. промахнулся, 14 лет, там разница у мужчины в возрасте там от 4 до 5 лет, ну не десятилетие. Нет, смотри, 29, Не перегибай, смотри. братец. Не, я имею в виду то, что сейчас это является педофилией, а вот 200 лет назад чеченцы это Не практиковали, уходите. 100 лет назад практиковали. Не уходите от темы. Вот ты Я не когда ухожу с темы, спрашиваешь мы эту же про тему разбираем. 14-летних, я на себе вот тебе могу пример привести. Моего прадеда в 15 лет женили на своей сверстнице, ну или помладше там на год. И как бы это, да, нормально было, там, чтобы род, не это самое, когда всех перебили близких, чтобы там род продлить. И вот такая вот ситуация. А как это можно связать с 53-летним дедушкой, который 9-летний? Вот. И еще он пророк. Не, смотри, просто были случаи на Кавказе буквально 100-150 лет назад, когда там 14-летняя девушка могла выходить за 20-летнего, за 18-летнего. Сейчас это бы являлось педофилией. А раньше это было нормально. Значит, это как, на чеченцы совершали педофилию или как? Дело в том, что как раз таки вот раньше... Что ты сказал, чеченцы педофилию? Ну, я говорю, чеченцы Кавказа педофилию, что ли, совершали? Когда, где? Ну, 150 лет назад, например, когда это было распространено, эти браки всякие ранние. Что было распространено? Ну, ранние браки. 53-летний на 9-летний женили? Ну, например, 14 лет за 18 лет. Ну, нормально, 14-17. Я Ну, считаю, это уже что нормально, если- это уже не педофилия. Если там все согласны, если хотят... Что, Айша не был согласен? Айша не был согласен, что ли? Один момент. 14-17 лет. Она в 6 это- лет была согласна? Ты серьезно это спрашиваешь? Не, в 9 лет она была согласна, когда его спросили. Ее в Потому 6 что- лет выдали, в 6 лет ее выдали, в 9 у нее было уже интимное отношение с ним. Значит, она согласилась, потому что сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что разрешение действия спрашивается. Секунду. Что ты сидишь, Что ты сидишь, Можно заливаешь? поймите меня? Она согласилась. У нее Секунду, согласие не спрашивали. У нее согласие не спрашивали, и фиг отсюда выводится, Не, а ты что откуда знаешь, что не спрашиваешь? 4 масаба, рот свой вроде бы закрой. захотели там, Рот свой каталась, закрой. когда ее мама ее взяла за руку и 29, отвела к подожди посланнику тоже Аллаха. секунду. Подожди секунду. Отсюда выводится фиг 4 масабов, где они, по-моему, 2 или 3 согласны в том, что девочку не спрашивают
И если ей нет 9 лет или 9 лет, вокруг этого они разогласят, что ее не спрашивают. Выводя из этого хадиса, шарх сахих муслима ан-Навави, этому хадису, прочитай, иди, что ты сидишь, заливаешь. Не, подожди, разве разве не читал хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что мнение девственницы спрашивается, когда она входит в брак? То, что есть разногласия массовых, я это не отрицаю. Что? 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 Чё? Что ты сказал? Чё именно? Что, какой хадис? Где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что мнение девственницы спрашивается, когда она хочет выйти, когда выходит в брак она. Где этот хадис? Покажи его. Я без проблем. Все равно, хотя это не имеет отношения к данному вопросу, потому что речь идет о 9 лет и о Аише, потому что у нее не спрашивали ее согласия. А ты сидишь, заливаешь, что она была согласна, это мы твою ложь опровергли. Сейчас мы посмотрим просто на интерес, что ты сказал. Мнение девственницы спрашивают. Есть ли такой хадис, сейчас мы посмотрим, просто чисто, чтобы второй раз тебя поймать. Удастся, не удастся, не удастся. Все равно пойму. Мне интересно, он сказал, что у него есть дети, мне интересно, сколько им лет. Просто, чтобы он сравнил со своими детьми это. Нет, тут дело в том, что в педофилии мы не в юридическом плане имеем в виду, когда говорим о Мухаммеде, на что он хочет перевести, приводя в пример 20-летних, 18-летних, которые женились на 14-летних, что было нормой у всех народов. Он хочет это туда перевести и под юридическую педофилию подогнать. Это неправильно. Мы говорим с точки зрения медицины, психологии, педофилия, болезнь, влечение, когда у старика встает хрен на маленьких детей. Вот Мухаммед, он такой, и не надо здесь приводить примеры вот этих нормальных браков. Не, смотри, Мы не про юриспруденцию тут говорим. Не, смотри, если не Педофилия. ошибаюсь, педофилия тогда исключительно на детей. Исключительно детей. Номер назови, педофилия, не эти термины для тебя далеко еще. Хадиса номер назови. Да, до тебя рядом, да. Бухари 3473. И вот, есть да, разногласия масхабов, про согласие девственницы, но если не ошибаюсь, большинство масхабов говорят, что типа ее спрашивают девственница, основываясь на этом хадисе, что спрашивают девственницу при браке. Не основываясь на этом хадисе. Вы Во-первых. почему не свяжись? Да. Сейчас посмотрим. И, кстати, да, вот целый вы хотели источник Талмуд, Вавилонский Талмуд, Рида 45А, там, где говорят, что 3 года можно обручить половым актом 3-летнюю девочку, которую 3 года и 1 день. Секунду. Скажи еще раз номер. Хадис 34, что? Нида 45А. Все, напиши внизу. Хадис, повтори 34. Что ты сказал? Дальше 37. 34-37 он сказал. Бухари. Не, я сказал вообще. Не, я сказал 34-73 я сказал. 470. И вот согласно Талмуду, там даже вроде 2 года написано, если не ошибаюсь. 3 года или 2 года там можно отникахить. То есть обручить половым актом. Так, давай ты мне скажешь цифру нормально, и где это написано, и я это прочитаю на своем языке, а не там, Давай. где тебе написано. Слушаешь? Говори. Да. Так, Вавилонский Талмуд, Нида 45А. Сахих Бухари 3473. Что ты слышал от посланника Аллаха о чуме? Усама ответил: посланник Аллаха, чума есть скверна, и она была послана группе израильтян. И если вы услышите, что она разразилась в какой-нибудь земле, не ездите туда. Если же она начнется там, где вы будете находиться, не покидайте.
чтобы убежать от нее. 3473. Тогда другой номер сделай, 14-19, просто там издания разные там просто. 14-19? Да. Четырнадцать, 19. Абу Урейра. Один человек, пришедший к пророку, спросил: «О Базагала, за какую милостыню обещана большая награда?» Он ответил: «За то, что подаешь ты, будучи здоровым, скупым, опасаясь бедности, бла-бла-бла, такому-то столько, а такому-то столько, тогда как это уже будет принадлежать такому-то». Еще какой-то номер посмотреть пару. Сейчас. Врать же тоже можно, чтобы спасти религию. Просто скажи, на каком сайте ты читал это. Ну, я читаю на Ислам Линк. Чат GPT. Ислам Линк. Чат GPT читаю. Ислам Линк. Ислам Линк проверил 14-19 и 34-73. Вот я на Ислам Линк. Как мне фото вывести? Короче, началось. Да я тебе клянусь Аллахом говорю, эти фото могу вывести, я просто не могу тут вывести фото сейчас. Какую фотку? Я на Ислам Линке Сахих Бухари Я не открыл знаю, если найти не можешь, 14-19 и 34-73. Хорошо, давайте в ТГ скину. В ТГ скину, давай. Сейчас в ТГ жди. Да, сидит чат GPT, короче. Ты там что-то говорил, раньше было, можно, я не пойму. Алло, какой чат GPT? Я тебе в ТГ скинул. Алло, чекни, да. Я тебе скинул. Какой чат GPT? О чем же это? Алло. Муслим это, не Сахих Бухари. Не следует выдавать замуж женщину, которая побывала замужем, не посоветовавшись с ней. И не следует выдавать замуж девственницу, не спросив ее согласия на это. Люди спросили у посланника Аллаха, как нам узнать о ее согласии. Пророк сказал: по ее молчанию. Вот. Да, есть такой. Поэтому не надо обвинять сразу во лжи, Бхармат. Зачем сразу обвиняешь там во лжи? Ну, я тебя не обвинил во лжи, я тебя спросил о номере. Это раз. Второе, ты солгал в том, что типа она была согласна. Все были согласны. Ну, Иди потому что прочитай шарх Навави на этот мнение на хадис. хадисе. Я свое мнение основываюсь на хадисе. Эй, ты с каких пор мне начал на своем мнении каких-то выдернутых хадисов свои шерхи писать? А? Когда я тебя спрашиваю, ты мне приводишь шерх. Вот в шерхе сказано все, я не буду отвечать. Вот шерх отвечает. Говоришь. Ты кто такой, чтобы свой шерх строить? Причем тут шарх? Где я шарх тебе приводил, алло? Ты ненормальный, что ли? В том-то и дело, что ты его не приводишь и свое мнение строишь. Типа, я основался на этом хадисе. Речь идет о 9-летней. Ну, она И действительно... Айше. На основании того, что Айшу не спрашивали ее согласия, выводится фикс, что в 9 лет, если опекун согласен, девочку принуждают к браку и к сексу. А ты сидишь и заливаешь. Хорошо, приведи хадис, где не спрашивали согласия. Приведи хадис. Или ты балабол, да? Я тебе только что сказал. Женился на мне пророк 9 лет. Шарх имама Навави на этот хадис. Иди, прочитай. Ну, я же говорю хадис. Ты же сам не принимаешь шархи, там, когда Ибн Хаджар Аскаляни же не принимает. Какой хадис? Айша вышла замуж, и ее не спрашивали. На этом хадисе уводится фейк, я тебе говорю, а ты меня хадис спрашиваешь. Ну, подожди. Что ты дурочку включаешь? Ты не знаешь, что такое фик? Ты не знаешь, что такое каяс, что такое фик? Смотри, ты меня попросил сказать хадис, я тебе дал хадис, теперь ты приведи хадис. Ну, я тебе вопрос задал. Ты не знаешь, что такое фик и каяс? Не, я знаю. Что такое сунна? Что такое молчание? Что такое одобрение? Запреты Мухаммеда. Ты не знаешь это? Да? Знаю, конечно. Что ты тогда мне хадис спрашиваешь? Я тебе еще раз, третий раз я тебе последний раз повторю. Ты тут сидел, заливал, когда люди говорили о браке Айши,
все были согласны, и она была согласна. Я тебе Да, потому вмешался что и я на хадис вывел, основывался. и Я на хадис показал твою основывался. ложь. Закрой свою, хлеборезку свою, закрой, ты и так меня задолбал. Я тебе вмешался и сказал тебе, что ты врешь, что Где ты я вру? Где я вру? сочиняешь. К данному хадису есть шарх, где она говорит, 9 лет вышла замуж, бла-бла-бла и все такое. 9 лет принуждают мнение массабов 4, которые разногласят. Принуждают ее к сексу или нет. Спрашивают у нее согласие или нет. И говорят, не спрашивают, если ей 9 лет или меньше. Хорошо, если ты хадис не можешь привести хотя бы шарх, что пишет Анауи? То, что якобы Я были тебе согласны. еще раз говорю, на основании данного хадиса, где у Аиши не было спрошено согласия, выводится фиг, спрашивают или не спрашивают. Ты меня спрашиваешь хадис привести. Ну, хорошо, 4-й прочитай раз шарх. уже. Прочитай шарх. Иди, открой и сам читай. Теперь я должен сам открывать, понял. Конечно, мне что То ли, есть, подожди, ты сидеть хадис и не можешь часами привести, шарх зачитывать? даже не можешь привести. Хадис не можешь привести, шарх тем более не можешь. Да, любой, кто хочет посмотреть, может открыть Да шарх я Навави на всем данный показал хадис хадис, я всем показал Сахиха хадис от Муслима пророка и Мухаммеда. посмотреть То, что его. спрашивают наоборот. Мне вообще не интересно с ты тобой облажался, разговаривать. Чувак, ты опять выходи облажался. на дебаты. 1000 раз тебе сказал. Если ты хочешь состязаться со мной в каких-то знаниях исламских, выходи на дебаты. Но ты не соглашаешься, поэтому сидеть тут и читать тебе Так, бесплатно, часами подожди. все эти источники, Не, которые я и подожди. так читаю. Ты Ты же кто га- ты же- такой вообще? Ты же говоришь, что не Все, отдыхай, выходишь. Вася. Ты же говоришь, что не выходишь с тем, у кого лицо там закрыто, типа. Я не буду свое лицо открывать. Или как у тебя там идет? Как у тебя проходят дебаты с кем там? Кто открывает лицо, кто не открывает лицо. Просто когда тебе предложили там дебаты, ты сказал, нет, у него лицо закрыто там. Типа он не открывает лицо. Короче, молчит, понял. Согласен, девственница молчит. Давай теперь со мной. Во-первых, давай посмотрим, понимаешь ли ты, что такое Талмуд. Что такое Талмуд, ты знаешь? Ну, да. Устная Тора. Нет. А что это? Талмуд состоит из 2 основных слоев. Это Да, не Вавилонский что-то одно. Талмуд и второй Талмуд, Нет, как он назывался? секунду, нет. Но если ты не знаешь, дай я тебе объясню. Не, ну каких 2 Талмуда существует? Какие 2 Талмуда существуют? Послушай, или ты мне даешь объяснить, или ты не споришь со мной, или ты просто знаешь, что тебя учили, и все, да, как бы, и тебе тогда не волнует, что я тебе буду говорить. Ты просто для себя реши. Если ты Говори, знаешь, то оставайся говори. со своими знаниями. Талмуд Говори. состоит из 2 основных слоев, это объединенных вместе. Это Мишна, это сборник основных законов, окей? И которые были написаны в 3 веке до нашей эры Раби Иуда Наси, окей? И Мишна написана на иврите. Есть Гемара, это обсуждение, толкование, споры, которые вели мудрецы, да, последующих поколений вокруг этих слов Мишны, окей? Поэтому они разделяются. Гемара это в основном написано на арамейском языке, поэтому даже обычные люди, как я, мы не можем это прочитать и понять. Я не могу это, я знаю идеально иврит, но я это не смогу, потому что это на арамейском. Окей? Это специально обученные люди. Читают это и понимают. И она характеризуется, в принципе, обширным логическим мышлением, дискуссиями, да, острыми умами там, людей, которые были мудрецы, сидели, обсуждали и рассуждали, и писали свои мнения. Окей? Это только мнения. Теперь, по поводу того, что разрешено 3 года. По иудаизму, то, что там написано, это для того, чтобы иудеи, которые жили, расселены были по всему миру, чтобы наших девочек не забирали в чужие народы, было разрешено обручать, то есть родители между собой делают договорняк. Например, отец, у него родилась дочка, у того сын, там они знакомы, они договариваются, что когда дети вырастут, они друг другу обещаны, все, засватаны, колечко, окей? Это не значит, что ты можешь выдать замуж, и чтобы с ней кто-то спал. Нет. Я сейчас так быстренько глянул в гугле, написал... Да, Рома, поднимайся. Вот у нас, кстати, религиозный человек. Сейчас я его подниму, и он объяснит это тебе тоже. Стелла, я сейчас глянул в Да. гугле, пробил, типа, возраст согласия в Израиле. Там почему-то не 3 года, а целых 16 лет написано. А чё так?
Почему? У вас же, вот, по Нет, мнению ОК не же, в 16, у нас иудаизме по закону Израиля 18 лет. Не 18, 16. Я да? знаю, это читал, у нас 18 лет, да, строго. Ну вот, почему там Недавно, 18, а недавно не 3 года, если... у нас недавно была в Израиле ситуация, на прошлой неделе об этом как раз оповещили, что в какой-то семье девочке было почти 16 лет, они хотели, собирали свадьбу, так на них наша полиция рейдом налетела и все это разогнала, и, короче говоря, тюрьма их ждет. Не Ока, как же разрешается так? такого. Как же так? Ты же только что сказал, в иудаизме 3 года. Как так получается, что в Я могу Израиле говорить. после согласия 18 лет? Что это Так, потому что такое? Израиль, потому что Израиль светское государство, которое не следует там законам иудейским. Потому что в других религиях Исследует. нету Подождите, такой подождите. сунны, как есть сунна в исламе, которая до судного дня нужно Тем делать. более, Вот как это. мы в прошлый раз обсуждали, то, что существует в Израиле там группировки, ой, то есть секты, которые там в 13 лет выходят, 12 лет выходят замуж. Так они более Талмуду следуют, чем вы. Они более Талмуду следуют. Все верно, да. Можете я расскажу? Можете расскажу? У меня вопрос, вот когда вот написано в этом трактате, да, они, да, 45а, когда там пишется, подожди, когда вы говорите, что девочка в 3 года может быть обручена половым актом, это как понять? Да, я спросил. Я просто спрашиваю тебя. Твою религию спрашиваю. Нет, я не адвокат. Так вы тоже понимаете, подожди, вы тоже понимаете тему браков у нас? Нет, ты подожди, ты с темы не уходи.
И да, кстати, и да, кстати, странно, что вы говорите, что Ревека была взрослой. Можно я скажу, да, быстро? Или хотя Рому подождем, да. Не, просто странно, что вы говорите, что она была большой, да, взрослой, когда она входила в брак, у нее с собой была эта кормилица, которая кормила ее. Странно, конечно. Только меня слышно. Они говорят, только меня слышно. Короче, только меня слышно. Я даже не знаю, что можно сказать вам, пацаны. Да, я сделал насухо то, что Ревеке было около... Даже если мы признаем точку зрения, что ей было 12 лет, то она в любом случае вышла замуж за 40-летнего Исаака. Иакова или Исаак, если не ошибаюсь. То есть это ПДФ получается. Педофильский брак получается. То есть получается, по иудаизму можно педофилию делать. То есть 12 лет и 40 лет. Хотя по другому мнению, ей 3 года было всего лишь. По другому мнению, 3 года всего лишь было. И как раз таки на греческом языке описывается, что она была паида. А паида с греческого языка означает маленький ребенок, маленькое дитя. Потом также, когда она ходила на... Потом также, когда она ходила на свадьбу, с ней была ее кормилица. Как сообщает Бытие, с ней была своя кормилица, когда она ходила на свадьбу. Поэтому это доказательство того, что она была маленькой девочкой, которая вышла замуж за 40-летнего Исаака. И это педофилия. Так потому что меня не слышно. То есть меня только слышно им. Только меня им слышно. Да, он является предком иудеев. Предком иудеев является, да.
Да нет, меня лично все устраивает. Не, дорогие зрители меня слышат, дорогие зрители меня слышат. Ага. Якобы это смешные, да, взято? Мидрашей, точнее, с Мидрашей. Не, а докажи. Хорошо, я тебе отвечаю, я тебе отвечаю.